الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Мухаммад. От Аиши приводится то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял особое усердие, когда заходили последние 10 дней Рамазана. Он проявлял такое усердие, которое не проявлял в другие дни. Затягивал свой пояс, оживлял ночь и будил свою семью для поклонения. Он призывал к тому, чтобы люди искали ночь предопределения, которая является мубарака, благословенной. Очень много блага в этой ночи. И эта ночь лучше, чем 1000 месяцев поклонения. Поклонение в этой ночи лучше, чем 1000 месяцев поклонения. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указывал и говорил, чтобы в особенности, в конце этих 10 дней, в особенности мы проявляли усердие в нечетные числа. И в особенности приходит хадис 27 числа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Ман кама лейлаталь кадр», тот, кто будет выстаивать намаз в ночь предопределения, иманан вахтисабан, веря в обещание Аллаха, надеясь на его награду, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих, будут прощены ему его грехи. И вот это прощение Аллаха, это то, к чему мы должны стремиться в эти последние ночи. Так как месяц завершается, а завершение поклонения должно быть идти вместе с прощения у Аллаха. Аллах Тааля, говоря про хадж, говорит: когда вы закончите выполнять хадж, истагфируллах, просите у Аллаха прощения, и Аллах прощающий, милосердный. Также про тахаджуд Аллах Субхану Тааля говорит: и малую часть ночи только они спали, верующие, и в предрассветном времени они делали истигфар, просили у Аллаха прощения. Поэтому любое поклонение, оно должно сопутствоваться с прощения у Аллаха. Чтобы Аллах Субхану Тааля простил наши недостатки в этом поклонении, чтобы Аллах Субхану Тааля принял наше поклонение. Поэтому, давая наставление своей жене, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: и говори, Аиша: Аллахума иннака афу, о Аллах, ты афу, любишь прощать, ты прощающий. И Аллах любит прощение. Фаафу анни, прости же меня. То есть очень часто и много надо произносить вот это дуа, много произносить истигфара и самим быть прощающими. Аллах Тааля, обращаясь к Абу Бакру, говорит: «Валияфу вальясфаху», прости же своих родственников, которые плохо говорили о твоей дочери, которые лгали на твою дочь, прости же их. Разве ты не желаешь, чтобы Аллах простил тебя? То есть так как мы желаем, чтобы Аллах нас простил, так же и мы должны прощать друг друга, быть милосердными, мягкими друг другу, в особенности в последние вот эти 10 дней. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал еще одно поклонение в последние эти 10 дней, и это и'тикаф. Каждый Рамадан, в последние 10 дней, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал и'тикаф. И это была его сунной. Ибн Шихаб говорит: удивительно положение мусульман,
удивительное положение мусульман. Они оставили и'тикаф, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не оставлял его после того, как зашел в Медину. После того, как переселился в Медину, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни раз не оставил его, пока Аллах не забрал его к себе. Поэтому у нас тут будет подготовлено место для тех, кто хочет совершить и'тикаф. Пускай записываются люди. Записывайтесь у Марат Хазрата. Последние 10 дней посвятите себе Аллаху Субханаху ва Тааля, отдалитесь от мирского и стремитесь к прощению вашего Господа. После Рамадана будет лагерь для детей. Объявления висят, поэтому те, кто еще не записался, пожалуйста, запишитесь. Не откладывайте на потом. Последние 10 ночей завтра заходят после магриб намаза, поэтому давайте эти ночи проведем в поклонении Аллаху Субханаху ва Тааля, в усердии, и будем делать побольше истигфара, просить побольше у Аллаха Субханаху ва Тааля прощения, как это нам указал Он в аяте «Ва кулюбухум ваджилятун», и их сердца трепещут после того, как они совершили поклонение, и боясь того дня, когда они возвращатся к своему Господу. У них есть надежда, что Аллах Субханаху ва Тааля примет, и есть страх, то, что Аллах Субханаху ва Тааля не примет. Поэтому эти два качества должны быть, чтобы наше поклонение было совершенным. Аллаху Акбар, Аллах.